Читаем газету «Канаш» от 28 января 2022 года. Выпуск 3. Наталья Николаева: в молодежной палате видим огромный потенциал. Первая конференция молодежной палаты Союза женщин Чувашии состоялась в Чебоксарах. Ее площадкой стал Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлева. В конференции участвовали лидеры женского общественного движения и активные девушки из муниципальных районов, городских округов республики. «Канаш» на форуме представила Светлана Александрова, учитель математики школы номер 7. «Мы хотим объединить молодежь республики. В вас мы видим огромный потенциал, который позволит творить на местах, реализовывать новые, яркие, социально значимые проекты. Хотим, чтобы вы нашли свое предназначение, засияли новым светом, даря свою магию и любовь», обратилась к участницам встречи Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии. Заместители председателя Нина Глотова и Алевтина Федорова рассказали о возможностях, которые открывает Союз, о значимой общественной деятельности, о грантовых проектах разного уровня, крупных гражданских форумах и акциях, в которых можно участвовать и проявлять свои сильные качества. Участницы конференции сообщили коллегам о достижениях. Алена Кушева из Янтиковского района работает над созданием радио для молодежи на средства гранта, который выиграла на форуме в Казани. Ялдыс Мингалиева из Комсомольского района поделилась опытом организации мероприятий для местной молодежи, которые проходят на базе районной библиотеки. Светлана Александрова познакомилась с общественной деятельностью молодых педагогов Канаша, с направлениями работы местной организации по укреплению физического и психологического здоровья женщин, творческому и интеллектуальному развитию. Коллектив педагогического университета организовал гостям экскурсию по вузу, по новым современным аудиториям, обновленному актовому залу. Восхитил девушек богатыми экспонатами музей имени Ивана Яковлева. Впечатление от участия в первой конференции молодежной палаты Союза женщин Чувашии замечательное. Мы получили глоток свежего воздуха. Можно сказать, нас обдало легким бризом. Начался новый жизненный этап, появились новые приятные знакомства. Открылась новая сфера деятельности. Планы Союза с одной стороны масштабные, амбициозные, с другой вполне реализуемые. Цели и задачи достижимы. Есть над чем работать. Очень приятные впечатления от руководства общественной организации. Наталья Алексеевна душевная, Алевтина Николаевна опекающая, Нина Михайловна проницательная. Они притягивают, располагают к открытому диалогу. Спасибо за возможность проявить себя в новой ипостаси. На экскурсии ректор Владимир Николаевич показал университет. Мне, выпускница физмата, было очень приятно увидеть изменения, которые произошли в Альма-Матер. Техника, о которой мы мечтали студентами, нынешнему поколению предоставлена в широком доступе. Радует, поделилась эмоциями Светлана Николаевна. На конференции обозначили планы на год. Поскольку 2022 год в Чувашии объявлен годом выдающихся земляков, Республиканский союз женщин наметил открыть для общественности новые имена прекрасной половины человечества. Статья Людмилы Шурековой. Читала Полина Андреева.